Сразу такой вопрос, ответ на который вас очень сильно разочарует, наверное. Я скажу, на самом деле, такую очень банальную фразу, что для меня как бы весь мир един, и все люди едины, у каждого своя культура, но как бы мы находимся в общем социуме, и в том числе коронавирус это показал, что мы очень сильно близки друг к другу. Я, безусловно, когда еду в какую-то страну, в какой-то регион или город, я изучаю культуру, я смотрю национальные какие-то признаки, достопримечательности. Ну, зачастую это уже происходит на месте. Чаще всего я хожу по городу, смотрю колорит. Мне все интересно, население, особенно костюм. Тем более, что костюм — это мое практически самое любимое. И я редко использую национальные мотивы, потому что у меня просто не было таких спектаклей. Я думаю, что если бы мы ставили что-то историческое, допустим, либо это была бы опера или балет, например, мне кажется, что можно использовать какие-то вот национальные орнаменты, цвета. В этом спектакле этого нет, потому что это современный текст, современный драматург. И это, в общем-то, наша такая фантазия на тему вот этих стихов, стихотворного ряда. И здесь нет национального колорита. В Казани мне понравилось то, что вот в первый момент, как я приехала, у меня была мысль, что я очень хочу здесь жить, скорее всего, потому что просто я встретила очень много разных людей, разнонациональных людей, и мне это очень интересно, как эти люди уживаются в одном городе, в одном социуме. Это прекрасно, просто мне очень нравится. В Мензелинске там, мне кажется, более строгое традиционное общество, чем здесь. Хотя здесь тоже присутствует население, которое вот прямо аутентичное. Мне нравится костюм, мне нравится, как женщины завязывают свой платок. Вот я наблюдала, как они это делают, и, честно, я не смогу повторить. Это очень выглядит красиво. Хочется даже научиться. Да, безусловно, сценические возможности театра и мастерских, они задают как бы, скажем, рамки некоторые в работе над сценографией, но изначально я не ставлю себе таких рамок, когда мы только начинаем работать над проектом, начиная с референсов и эскизов, набросков каких-то, безусловно, рамок нет. Мы просто придумываем проект. Да, мы просто придумываем проект мечты, и уже потом этот проект мы подгоняем под рамки сцены. Например, эта сценография, она должна была быть гораздо сложнее, чем она получилась на самом деле, просто потому что мы поняли, что месяц работы, его нам не хватит на реализацию полного масштаба того, что мы придумали. Допустим, эта стенка должна была двигаться, она должна была технически работать немного по-другому, и нам пришлось пойти на компромиссы, безусловно. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо. В любом случае, мне нравится то, что получится, и я уже как бы вижу детали спектакля, и мне кажется, что любые компромиссы, они оправданы, и они неплохие. Это не плохо и не хорошо. У меня есть мечта, да, я очень люблю живопись и графику, и у меня есть мечта написать серию работ и сделать выставку. Но реальные работы, вот, которые можно было бы приобрести, я писала в школе-студии МХАТ, когда училась еще. У меня было на это время и были уроки, на которых это можно было делать. А сейчас просто есть такие рабочие моменты, которые не позволяют иногда тратить время на написание какой-то работы, допустим, в реальности. Эскизы мои исключительно, мне кажется, рабочие. Некоторые я выставляю в соцсети, и там можно их увидеть, но их немного. Обычно это прям вот рабочие эскизы, по которым мы делаем спектакль. У меня есть серия графики, которую я вот начала недавно. Она тоже не в материальном формате. Это как бы графика, которая находится в электронном виде, которую можно распечатать в качестве плаката. Вот. Но у меня есть мечта когда-нибудь, когда у меня будет свободное время, я обязательно что-то такое сделаю, выставку. Но в целом у меня всегда как бы есть такой посыл сделать эскиз именно вот который можно будет как бы рассматривать как какое-то произведение искусства, но вот сейчас, когда у меня идет работа нон-стопом, я просто не успеваю это сделать, но в теории это возможно.